Благодарю, Алмаз. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Бүгін Қазақстанға халықаралық авиарейстермен келетін жолаушылардың ПТР-тест анықтамасының міндеттілігі туралы баспасөз мәслихатын өткіземіз. Добрый день. Мы начинаем прямое включение с площадки службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. И сегодня мы проведем пресс-конференцию об обязательности справки ПЦР-тестов у пассажиров, прибывающих в Казахстан международными авиарейсами. Спикерлермен таныс болыңыздар. Байғабылов Сәдуақас Нығметоллаұлы, көліктегі бас мемлекеттік санитарлық дәрігер. Және Әзімбаева Дария Мұсабайқызы, көліктегі санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті санитарлық карантиндік пункттерінің басшысы. Құрметті спикерлер, біздің алаңға қош келдіңіздер. Сәдуақас Нығметоллаұлы, алдымен сөз кезегі өзіңізге беріледі. Здравствуйте. Хотел бы вкратце остановиться на статистике. С момента введения 6 октября ограничительных мер в отношении ПЦР-справок к нам прибыло международными авиарейсами 44 834 пассажира. Со справками подавляющее большинство, это 84%, прибывают к нам пассажиры из-за рубежа. Без справок прибыло 7540 пассажиров, которые были помещены в карантинные стационары на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа. Среди 7540 у нас 39 положительных завозных случаев. Хотел бы сказать, что помещаются на двухдневный карантин это в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Уральск, Актубе, Атырау, Актау и Караганде. Что касается депортированных граждан иностранных, то 6 октября с учетом требований постановления, что иностранные граждане не допускаются на борт воздушного судна без справок ПЦР, но с учетом того, что они прибыли с просроченными справками, либо с экспресс-тестами, были депортированы 31 иностранный гражданин. Среди них это граждане Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Турции, Великобритании и Германии. Хотелось бы сказать, что 6 октября в целом прибыло 426 международных рейсов с положительными результатами, где были обнаружены авиапассажиры, это в 19 рейсах. Соответственно, 39 было положительных и контактных 413 лиц, которые рядом были на борту воздушного судна, и 44 бортпроводника. Хотелось бы сказать, что по результатам мониторинга среди контактных пассажиров и бортпроводников не было выявлен COVID-19. В прошлой неделе, все вы знаете, была проведена информационная кампания по введению дополнительных ограничительных требований в отношении обязательности ПЦР-справок и допуска на борт воздушного судна при наличии них из аэропорта вылета и для граждан Казахстана. Соответственно, была проведена определенная работа, чтобы жители наши, находящие в дальнем и ближнем зарубежье, знали об этих требованиях, которые необходимо выполнить. И следует отметить, что на сегодняшний день, буквально накануне, ночью, прибыло 96% авиапассажиров в Казахстан со справками, и лишь 4% были без справок. В карантинный стационар города Нур-Султана сегодня никого не принимали, так как все 138 пассажиров прибыли со справками ПЦР ковид отрицательные. Остальные пассажиры, они прибыли в Алматы, и, соответственно, 42 гражданина были помещены на двухдневный карантин. Учитывая ситуацию по коронавирусной инфекции, что среди контактных и бортпроводников не было обнаружен COVID-19 лабораторным методом, соответственно, межведомственной комиссии было принято решение от 26 октября, что требования по наличию справки на COVID-19 с аэропорта вылета по их допуску на борт воздушного судна
распространяется только на иностранных граждан. Соответственно, граждане Казахстана вправе без справок ПЦР вылететь из стран зарубежья в Казахстан. Но вместе с тем мы рекомендуем гражданам, находящимся в зарубежье, проходить ПЦР-анализы в стране пребывания. На сегодняшний день в странах дальнего и ближнего зарубежья это не составляет никакой проблемы, так как в аэропортах международных и в городах и в отелях находятся пункты забора, анализы предоставляются в течение суток. И, как правило, мониторинг наш показал, что все прибывающие пассажиры, которые помещаются на двухдневный карантин, они прилетают с отдыха, то есть с Египта, с Турции, с Эмиратов. А те граждане наши, которые с рабочей поездкой, либо с деловой, либо те же студенты, они все прибывают со справками ПЦР-анализа. Следовательно, те иностранцы, которые прибудут с 27 октября, они также без справок ПЦР-анализа со сроком не более 3 суток с момента получения, также будут депортироваться в страну, откуда они вылетели. А в отношении авиакомпаний, которые принимают на борт иностранцев без справок ПЦР-анализа, будет приниматься административная ответственность, то есть налагаться штрафы. Вот вкратце основные положения. Үлкен рахмет, құрметті спикерлер, сұрақ жауапқа кезек береміз. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии «Вопросы и ответы». Динара Жаркеева, Информбюро КЗ, с нами на связи. Динара, добрый день, ваши вопросы. Здравствуйте. Вопрос. Почему прибывающим в Казахстан иностранцам без справки о прохождении ПЦР не предоставляют платные услуги по сдаче анализа и дальнейшей карантинизации? Пусть даже за очень дорогую стоимость, учитывая, что сейчас у нас, как сообщают, не наблюдается большой загруженности в медучреждениях. Почему вот такую услугу не предоставляют? Можно громче? Динара, не расслышали вопрос? Громче, пожалуйста. Так лучше слышно? Слышно, да, сейчас? Да. Ага. Повторите вопрос. Почему прибывающим в Казахстан иностранцам без справки о прохождении ПЦР не предоставляют платные услуги по сдаче этого анализа и дальнейшей карантинизации? Пусть это даже будет стоить очень дорого, но учитывая, что сейчас вот у нас, как сообщают, не наблюдается большой загруженности в медучреждениях, почему бы не делать так, например, а не депортировать их сразу обратно? Спасибо за вопрос. Хотелось бы сказать, что иностранцы, которые к нам прилетают, я как уже говорил, что не составляет труда сдавать анализы с аэропорта вылета, где они находятся. И, соответственно, аэропорт не располагает теми помещениями и не ту организацию или учреждение, где необходимо проводить ПЦР-анализы. И, соответственно, чтобы этот иностранный гражданин находился энное количество времени в аэропорту, ожидая результатов. Почему не представляется возможным? Соответственно, необходимо будет в дальнейшем, если положительный результат будет, госпитализировать его в инфекционный стационар в случае COVID-19. А в настоящее время в аэропортах Нур-Султана и Алматы развернуты пункты отбора. И те граждане, которые, в том числе наши, либо вылетающие или прибывающие, могут для себя сдать анализы, а в дальнейшем получить результаты. Динара? Я не совсем поняла. В итоге иностранцы могут сдавать анализы платно у нас в Казахстане уже, если они прилетели без ПЦР или нет? Без ПЦР-справки они не вправе подниматься на борт воздушного судна. И на сегодняшний день проблемы сдать им в своей стране и прилететь не составляют труда. Ну, у меня вот вопрос, а почему в Казахстане вот не сделают? Это получается из-за того, что нет помещения, да, специального, не могут сделать в Казахстане платно? Я говорю, что в случае, если у иностранца будет положительный результат, во-первых, аэропорт не располагает помещениями, чтобы иностранец находился там свыше 6-8 часов. Соответственно, у него перелеты в другие страны. И если у него положительный результат, необходима будет дальнейшая госпитализация. Соответственно, здесь возникает очень много вопросов.
нежели тому же иностранцу прилететь уже с отрицательным результатом, все свои вопросы здесь деловые решить и дальше вылететь в страну вылет. Динара, второй вопрос. Все, в принципе, пока что. Спасибо. Спасибо огромное. Жанар Сердалина, Best News KZ. С какой периодичностью сдают ПЦР-тесты стюарды и стюардессы, члены экипажей в Республике Казахстан? Сколько выявлено среди них заболевших? На сегодняшний день постановлением правительства члены экипажа освобождены от ПЦР-исследования, так как они проходят перед сменой бесконтактную термометрию. В случае, если положительные будет превышение температуры, то они будут отстранены и для прохождения ПЦР-анализа. На сегодняшний день, как я уже говорил, среди тех 39 завозных случаев у 44 контактных бортпроводников не выявлен коронавирус по результатам ПЦР-анализа. Какой смысл в обязательных ПЦР-справках для международных авиапассажиров? Ведь на борту люди сидят без соблюдения дистанции и прочих правил. Риск заражения не сокращается, а наоборот. Показала статистика, на сегодняшний день, как я уже говорил, порядка 39 завозных случаев из 7540 прилетевших пассажиров. Это говорит о том, что при наличии маски и результата ПЦР-анализа позволяет минимизировать риски завести и заразиться коронавирусной инфекцией. Самое главное – это соблюдение масочного режима на борту воздушного судна и прохождение своевременного ПЦР-теста. С нами на связи Багдат Асылбек, Азаттық радиосы. Қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Добрый день. Добрый день. Только что господин спикер упомянул о том, что в отношении авиакомпаний, которые будут принимать на борт иностранцев без ПЦР-теста, будут приниматься меры, они будут оштрафованы. Как это будет происходить в реалии? К примеру, как сможете оштрафовать, условно говоря, допустим, Turkish Airlines или другие международные авиакомпании? Какой госорган и каким образом это будет делать? И какой размер штрафа предусмотрен? У данных авиакомпаний есть представительство, соответственно, будут приниматься меры административные, возбуждаться административное производство и штраф 1600 МРП. Второй вопрос. Распишите, пожалуйста, всю процедуру встречи пассажиров, их сопровождения и размещения. Да, об этом, возможно, говорилось, но чтобы не было путаницы, на каком этапе, где встречают, где берут тест и так далее, где размещают. По прилету в аэропорту, вот, на примере Нур-Султана, в зоне прилета есть 2 гейта для международных прилетов. Пассажиры спускаются с этих гейтов, там проводится бесконтактная термометрия стационарными тепловизорами. Данные тепловизоры, они высокой точности с распознаванием лиц в потоке прибывающих граждан. В случае обнаружения температуры превышающей, подается звуковой сигнал. Там же находится изолятор в зоне прилета, и этот пассажир будет помещен в изолятор, в последующей госпитализации в инфекционный стационар. При прохождении бесконтактной термометрии до пограничного контроля находятся специалисты санитарно-карантинных пунктов, эпидемиологи, которые проверяют наличие справок у прибывающих пассажиров. В зоне прилета расставлены коридоры с помощью лент и с нанесением разметок о соблюдении социальной дистанции. И специалисты санитарно-карантинных пунктов, эпидемиологи, проверяют справок и делят пассажиров на 2 условно коридора. Те, которые со справками, и те, которые без справок. Соответственно, далее, проходя пограничный контроль, вот те иностранцы, у которых просрочены справки, они сразу не допускаются к паспортному контролю, помещаются в изолятор и потом депортируются. Те, у которых справки наши граждане и которые без справок, они дальше проходят паспортный контроль, и там на выходе также 2 коридора. Со справками они покидают аэропорт, либо дальше с учетом полетов в другие города Казахстана. А те, которые без справок, там находится рядом
сотрудники транспортной полиции, службы авиационной безопасности, и отдельным коридором они сразу помещаются в автобус и доставляются сотрудники дорожной полиции в карантинные стационары, в данном случае в Нур-Султане это Рамада Плаза. Но бывают исключения, не всегда сознательные граждане. В частности, приведу пример, что вот на днях буквально 2 пассажира, они сбежали с аэропорта, но так как персональные данные нам известны о каждом пассажире, не составило труда установить их местонахождение и место пребывания. Из дома их забрали и поместили обратно на 2-дневный карантин для сдачи анализа. И я советую пассажирам, которые прибывают к нам без справок, не брать пример с данных лиц, так как о каждом пассажире все персональные данные нам известны, есть информационная база, которая заносится в единую информационную систему, и отследить того или иного пассажира не составляет труда. Карантинные стационары, это, как я понял, гостиницы, да? Да, да. Ага. А можете объяснить, вот, по какому принципу, кого в какие гостиницы отправляют? Потому что в Алматы отправляют довольно дорогие гостиницы, как Шера Парк Inn, и кто за все это платит, и вообще, почему вы выбрали такие дорогие гостиницы? Спасибо за вопрос. Вот на Султане это, как я говорил, определен Рамада Плаза, в Алмате там порядка 3-4 гостиниц, определяется местными исполнительными органами, пункты карантинизации. Багдад? А платят тоже из бюджета, да, за размещение? Да, да. Здесь я хотел бы сказать, что те пассажиры, наши граждане, которые прибывают, они ПЦР-анализы сдают бесплатно за счет государства. Никто их не держит 2 дня. По истечении 6 часов, это максимально 6 часов, обычно 4-5, получают результаты анализа. Те, которые положительные, их помещают в инфекционный стационар, а те, у которых отрицательные, они отпускаются. Спасибо огромное. Последнее уточнение. Опрос показывает, что люди жалуются, что проверяют не всех и не всегда. Вот говорят, что одних вообще не проверяют, хотя выходил с ПЦР-тестом на руках, а других без теста отправляют в дорогой отель и там бесплатно делают тест. Почему такая разница и действительно ли тесты делают в гостинице? Вы имеете в виду бесконтактную термометрию не проверяют? Наши граждане имеют в виду при размещении. Да, Справки говорят, что или термометрия? Термометрия в аэропортах. Я хочу вам сказать, что еще в начале весны и летом в аэропортах проводилась службой собственной безопасности бесконтактная термометрия с помощью портативных приборов, то на сегодняшний день в аэропортах Нур-Султана, Алматы и других при входе установлены бесконтактные стационарные тепловизоры, то есть камеры. Соответственно, незаметно для человека в потоке проводится измерение температуры. При входе в аэропорт, в каждом при входе, и также по прибытию в гейтах. Если вы воспользуетесь международным авиарейсом, можете обратить внимание, когда будете спускаться по гейту, увидите в правом верхнем углу несколько таких камер, изображения, которые подаются специалисту санитарно-карантинного пункта. А тестирование в аэропорту проводят или уже в карантинном стационаре? Я вот еще раз вам говорю, когда вы заходите в аэропорт, при входе стоят бесконтактные стационарные тепловизоры. Также при прилете с международных рейсов в гейтах также установлены бесконтактные стационарные тепловизоры. Как на выходе, так и на входе проводится термометрия. И, конечно, обывателю кажется, что складывается впечатление, что не проводится термометрия. Люди привыкли, что стоят, как в торговых центрах, ребята с портативными тепловизорами, то на сегодняшний день технологии ушли вперед, и это позволяет на расстоянии, не создавая удобства и столпотворения на входах или на гейтах, проводить бесконтактную термометрию. Это я понял. Я насчет тестирования имею в виду. Вот тесты берут же и потом 2 дня ждут результата. Вот Тесты это где проводятся. Вот приведу вам примеры наглядные. То, что вы сегодня прибыли в Алматы или ранее, когда прибывают, они, как правило, ночные рейсы. В
карантинный стационар, в данном случае Ромада Плаза. Прибыли они, допустим, в 6 утра, в 7 утра им забирают анализы, и буквально к 12 результаты получают. И ПЦР-исследования проводятся в карантинных стационарах. И на сегодняшний день нет ни одного жалобы, что пассажиров в карантинных стационарах держали свыше 12 часов. Спасибо. Спасибо огромное. С нами на связи Тамара Валь, Власть КИЗ. Тамара, добрый день. Ваши вопросы. Добрый день. Я хотела уточнить в продолжение вопроса своего коллеги, то есть, получается, ПЦР-тесты берут только в карантинных стационарах, нигде, ни в одном городе Казахстана в аэропорту ПЦР-тесты не берут по прилету. Вот это отличие, чтобы все знали, в отношении пассажиров международных авиарейсов, которые прибывают к нам в Казахстан, проводятся ПЦР-исследования в карантинных стационарах. Тамара? Еще такой вопрос. Есть ли у вас информация, какая сумма вообще заложена на тестирование и проживание в карантинных стационарах для наших граждан в общем, и сколько государство тратит на одного человека, который прилетает без справки, на размещение, на ПЦР-тест? Я вот отвечу таким образом, что до снижения цены ПЦР-анализ для одного гражданина Казахстана обходился бюджету в 10,5 тысяч тенге. По результатам снижения порядка в среднем 8,5. А проживание? Проживание все это покрывается местным бюджетом. Тамара, есть вопросы еще? Да, у меня еще уточняющий вопрос. Вы сказали 1600 МРП штраф на авиакомпанию за пассажиров без справок? Да. Это за одного человека или за каждый случай, за один борт? Ну, тут будем рассматривать борт. Прилетел рейс, там находится прибыл иностранец без справки ПЦР, будет накладываться штраф 1600 МРП. Угу. И такой вопрос. Вот за последнюю неделю, да, несколько раз менялось. То нужны справки казахстанцам, то не нужны, то опять нужны. Теперь все-таки не нужны. Не поменяется ли завтра это решение опять? Я хотел бы дать пояснение здесь. Спасибо за вопрос. Любое решение принимается взвешенно в интересах, в первую очередь, здоровья наших граждан. Никто не останется там за границей. Все, кто планирует прилететь, они прилетят. Дело в том, что вот, как уже говорилось, что у нас из 426 рейсов только в 19 рейсах были завозные случаи с 39 пассажирами. И так как среди контактных 413 и 44 бортпроводников были результаты отрицательные, то, соответственно, решение было изменено. Но в случае, если в дальнейшем увеличатся завозные случаи и будут положительные анализы у контактных, которые находятся на борту воздушного судна, а также у бортпроводников, то, соответственно, будет пересмотрено требование. Все зависит от казахстанцев. Для этого важно прилетать со справками 100% из-за рубежа. Соответственно, при том уровне, когда будет 100% прилетать со справками, могут дополнительно рассматриваться вопросы по увеличению рейсов. Все зависит от наших граждан. Почему граждане, которые вылетают с деловой или с рабочей целью, или наши студенты прилетают 100% со справками, а вот отдыхающие, вот как показал мониторинг, 100% это наши граждане, которые отдыхают за границей и прилетают без справок. При этом хотелось бы сказать, что порядка на прошлой неделе было свыше 70 звонков. Звонили с Турции, с Египта, с Германии, с России. И наши жители в первую очередь говорили о том, что это правильно.
когда граждане стопроцентно прилетают со справками в самолете. Почему мои дети, супруг, родственники со справками летят, и я уверен в своем здоровье и благополучии, и я свободен от COVID-19. Но нет у меня уверенности, что рядом сидящий сосед, пассажир, он без справок. Соответственно, это и есть психологическое давление, и в ожидании, что возможно, у того пассажира, который летел без справок, положительный, соответственно, контактным она может быть, так как если положительный пассажир на самолете, контактами определяется по периметру 2 кресла. И еще один вопрос короткий. Скажите, пожалуйста, рассматривает ли Казахстан увеличение или сокращение рейсов с какими-то странами в ближайшей перспективе? Если да, то с какими? Если пассажиры, наши граждане, будут прилетать со 100% справками ПЦР-анализа, то, соответственно, не будут сокращаться количество рейсов, а будет пересматриваться в другую сторону. Все зависит от наших граждан, от их солидарной ответственности за свое здоровье и здоровье находящих рядом с ним лиц. Спасибо огромное. Тамара? Спасибо. Спасибо. Светлана Пенькова, Первый канал Евразия. Как будут наказывать авиакомпании, если они допустят на борт пассажиров без отрицательного ПЦР-теста? Повторите, пожалуйста. Хотел бы сказать, что на борт допускаются пассажиры, которые имеют отрицательный результат ПЦР-анализа. И с положительным они не будут допускаться на борт. В случае таких решений, то, соответственно, будут приниматься меры в отношении авиакомпании путем наложения штрафа. Размер штрафа? Размер штрафа 1600 МРП. Спасибо. Изменилась ли технология забора материала для ПЦР-тестирования? У нашего сотрудника взяли пробу только из горла. Это халатность лаборатории или изменили протокол тестирования? Может ли это повлиять на результат? Да, конечно, это, можно сказать, как халатность, если имеет в данном случае. Если есть такой факт, можете оставить данные, мы проверим и примем соответствующие меры в отношении сотрудников, которые отбирал анализы. Асима Бухарбаева, Қазақстан арнасы тікелей байланыста. Асима, қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Қайырлы күн, естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бүгін түнде 42 адам анықтамасыз ұшып келді деп. Олардың дені курорттан демалып қайтқандар. Демек, жаңа өзіңіз түсіндіргендей, жұмыспен барған, іс сапармен барған, оқуға барған, денсаулығын жөндеуге барғандар анықтамамен жүреді да, демалып қайтқандар анықтамасыз келеді. Жаңа тағы да өзіңіз айттыңыз, ол психологиялық жағдайда қысымға ұшыратады деп. Осындай жағдайда неге өз шаруасымен шыққан азаматтардың жауапкершілігі күшейтілмеске? Мысалы, айыппұл қарастыру керек шығар, тағы да бір басқа шаруаларын күшейту керек шығар. Осы бағытта не айтасыз? Дария Мұсабайқызы, жауап берсеңіз. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді осы біздің жаңа ведомствоаралық комиссияның шешімі бойынша біздің Қазақстан азаматтары өз отандарына келуіне құқығы бар, өз отандарына келуге ПЦР тесттің анықтамасыз келуіне. Енді бүгін түнде 42 адам Алматы қаласына келген болатын, олардың барлығы осы ПЦР тесттің анықтамасы жоқ, біздің демалып келген Қазақстан азаматтары. Олардың бәрі стационар карантинге жатқызылды, қазір тексеріліп жатыр. Енді отандастарымызға айтатынымыз, шетелден келетін кездерінде осындай ПЦР тесттің анықтамасын алып келсе деп айтамыз. Оларға осындай жұмыстар жүргіземіз, инструктаждар өткіземіз. Және де туристический фирмаларменен оларға сондай жұмыстар жүргізу тапсырылды. Туристік фирмаларға, жолаушыларменен туристарға жүргізуге. Жақсы. Ал стационарлық карантинге жатқызылғанда ол кімнің есебінен жатқызылады? Қаржы қай жерден шығады? Мемлекеттің қазынадан бөлінетін қаржы ғой, Жергілікті бюджеттің есебінен жүргізіледі. Екінші сұрағыңыз. Сұрақты нақтылауға бола ма? Жергілікті бюджеттің есебінен жүргізеді, олар 2 күн бойы жатады, сол жерде?
нәтижесі шыққанша қорытындысы. Қазір ПТР тесттің жаңа методикасы бар, ол 6-7 сағат ішінде дайын болады. ПТР тесттің анализін алғаннан кейін зертханалық тексеруді 6-7 сағаттан. Сондықтан да егер де теріс нәтижесі алып жатқан жолаушылар немесе туристар болатын болса, оларды 12 сағаттан артық ұстап жатқан жоқпыз қазіргі таңда. Жақсы, рахмет. Екінші сұрағым, санитарлық талапты ескермеген авиакомпаниялар жайлы айтып жатырмыз, оларды қандай жаза күтіп тұр? Қайталап өтсеңіз жаңа жауапты. Санитарлық талапты ескермеген авиакомпанияларға қатысты айттыңыздар ғой және? Сұрақты түсіндік, иә. Соларды қандай жаза күтіп тұр? 1100 МРП деп аттыңыздар ғой жаңа, соны қазақ тілінде толығырақ түсіндіріп өтсеңіз. Жақсы. Егер де санитарлық эпидемиологиялық талаптарды орындамаған авиакомпаниялар болатын болса, оларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің Қазақстан Республикасының кодексіне бойынша айыппұл салынатын болады. Ол үлкен кәсіпорын болғандықтан олардың 1600 МРП-ні құрайды. Айлық есептік көрсеткіш. Үлкен рахмет, Асима. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, рахмет. Нұрай Құрақбай, Еуразия бірінші арнасы. ПТР тестке қатысты қаулы бір айда бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Не себепті? Дарья Мұсабайқызы. Осы әлемдегі ақуалдың нашарлауына байланысты біздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 6 қазаннан бастап санитарлық карантиндік пункттарында санитарлық карантиндік бақылау күшейтілген болатын. Сол қаулылардың талаптары бойынша біз жолаушылардан термометрия және сауалнама жүргіздік. Сонымен қатар ПТР тесттің анықтамасын тексердік әуежайлардың бәрінде. Қазіргі кейіннен осы күнделікті біз санитарлық карантиндік бақылау жүргізгенде мониторинг жүргізіп отырмыз. Сол кездерде мына Турция елінде және Араб біріккен әмірлігінде жас балалардың 5 жасқа шейінгі балалардан COVID-19-ға тексерілмейтіні анықталды. Сондықтан біз осы екінші толықтырулар жаңадан қаулы шығарда осы 5 жасқа шейінгі балаларды COVID егерде еріп жүрген ата-аналарында анықтама теріс қағазы болатын болса, 5 жастағы балаларға шекті анықтамасын болмаса да кіргізуге рұқсат бердік. Сонымен қатар және COVID бірінші қаулыда 78 сағатта алған уақытынан бастап 78 сағатқа жарамды болса, осы екінші қаулыда берілген уақытынан 3 күнге шекті жарамды болды. Соңғы өзгерістер туралы толығырақ айтып берсеңіз деп журналист жолдапты. Сіз қазір ғана айтып отырсыз. Тағы да толықтырулар бар ма? Сонымен қатар бірінші қаулыда да болды, шетелден келетін шетел азаматтары олардың қолдарында анықтама қағазы болмаса, біздің елімізге жіберілмейді. Авиакомпанияларға түсіндіріліп айтылды. Авиакомпаниялар олар анықтамасы жоқ шетел азаматтарын ұшаққа отырғызуға тыйым салынады. Рахмет. Татьяна Казанцева, газета «Литер». Какие требования предъявляются к пассажирам, которые летают самолетами внутри страны? В отношении внутренних рейсов, как я говорил, в каждом аэропорту у нас установлены при входе стационарные тепловизоры. Это в Нур-Султане, в Алматы, в Актюбинске, в Шымкенте. В других аэропортах проводятся портативными бесконтактными тепловизорами. Требования ПЦР-справок на внутренние рейсы не распространяются, в том числе и анкетирование, только бесконтактная термометрия. И второй вопрос от журналиста. Планируется ли что-то изменить в требованиях по их прилету в аэропорт для снижения распространения коронавирусной инфекции? В случае, если будет отмечаться тенденция увеличения заболеваемости коронавирусной инфекции в тех или иных регионах, то в перспективе будет рассматриваться возможность локального применения ограничительных требований по COVID-19. Все зависит от ситуации в каждом регионе.
Спасибо. Бақ КЗ сырттан келген жолаушылар мен ел ішінде ұшақ арқылы қатынайтын жолаушыларға деген талап бірдей ме? Дария Мұсабайқызы. Бұл сұрақты жаңа ғана орыс тілінде қойып кеттік. Садуақас Нығметолла айтып өтті, сіз енді қазақ тілінде жауап берсеңіз. Ішкі рейстер. Сырттан келген жолаушылар мен ел ішінде ұшақ арқылы қатынайтын жолаушыларға деген талап бірдей ме? Бізде сырттан келетін жолаушыларды жаңа айтып кеткендей, олар термометрия сауалнама жүргізіледі және де анықтама қағазы болу керек. Ал ішкі рейстерде жүретін жолаушылар біз барлық әуежайларда қатынасыз жүргізілетін термометрия жүргізіліп жатыр. Біз мына Нұр-Сұлтан қалатын алатын болсақ, 19 санитарлық стационарлық тепловизор орнатылған, оның 4-еуі зал международного прилета дейді, халықаралық рейстер келетін жерде болатын болса, қалған 15-і бүкіл кіретін, шығатын және ішкі рейстерден келетін секторлардың бәрінде орналасқан. Сондықтан да егер де дене қызуы жоғары біздің ішкі рейстердің азаматтары болатын болса, оны біз өзіміздің алгоритміміз бар, сол бойынша қадағалап отырмыз. Ал ішкі рейстерға бүгінгі таңда анықтама қағазы тексерілмейді. Анықтамасы қағазсыз да жүруге болады. Жақсы, рахмет. Осымен сұрақтары аяқталды. Құрметті спикерлер, біздің алаңға келіп ақпаратпен бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Біз өзіміздің тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Еліміздің басты медиа алаңында жүздескенше.